Озеро Иссык-Куль таит в себе очень много загадок, которые не раскрыты по сей день. К примеру, одной из главных уникальных особенностей является то, что в него впадает около 40 рек и ни одна не вытекает. И, как говорят ученые, озеро дышит. За несколько тысяч лет береговая линия то уходила на несколько километров, то подступала почти к самым горам, оставляя под водой целые цивилизации. Иссык-Куль переводится как «горячее озеро», хотя летом температура воды не превышает 24 градусов. Зато зимой озеро никогда не замерзает. Неудивительно, что человек обосновался около Иссык-Куля еще в каменном веке. Позже около озера проходил Великий Шелковый путь, но уровень воды поднялся и затопил часть территории. Легенда гласит, что под воду ушло несколько городов. Эдакая Тяньшаньская Атлантида, полная сокровищ. Это высшая проба. На золоте сакской эпохи у нас, вот и в историческом музее, и вот у этого мы делали пробу. Здесь проба 3 девятки. Вот эти золотые украшения, которые в древности считались еще денежными средствами, были обнаружены на дне озера Иссык-Куль. Правда, пока это единственная дорогая находка. Простому дайверу золотая удача вряд ли улыбнется. Зато на дне озера в большом количестве лежат артефакты. У нас есть котлы очень традиционные для сакской культуры, вот на конических поддонах. Причем разного размера, большие котлы, малые котлы. И есть уникальный котел на ножках в виде птичьих лапок. Вот котлы, ножки которых оформлены в виде ножек животных или птиц, они как бы характерны для саков, но археологи находят их не так уж и часто. Вот это кольцо изготовили мастера 8-6 веков до нашей эры. А в качестве узора не что иное, как свастика. Символ движения солнца, а не фашистская символика. Он вошел практически в орнамент многих народов. Его можно проследить сегодня в орнаменте киргизского народа, русского народа, народов Индии, вплоть до сегодняшнего дня. Первые попытки опуститься на дно озера предпринимались еще царскими наместниками. Местный губернатор пытался выписать водолазный аппарат из Кронштадта, но в силу дороговизны затея не удалась. В современной истории Кыргызстана подводные города Иссык-Куля водолазы и ученые изучают уже почти четверть века. Но за это время со дна подняли сотни предметов. Вот характерный пример. Бронзовая кесла, то есть маленький топорик, найденный буквально вчера. Из бронзы хорошо сохранился. Он точно датируется как раз сакским временем. Внутрь вставлялась деревянная рукоятка. И здесь был заточенный край для обработки деревянных, как правило, изделий. Вот. Но в то же время мог служить и как боевым топориком в сражениях. Это единственный пока предмет, который может пополнить наш музей, музей Славянского университета и музей Чолпанаты. По отдельности все эти предметы – топорики, крючки, зернотерки – не представляют большой ценности. Зато собранные вместе дают представление об этапах развития городов вокруг Иссык-Куля, а их насчитывалось больше десятка. Город Барсхан – это на Нижнем берегу. Изучение этого городища под водой в этом полевом сезоне – наша одна из основных задач. То, что городище под водой под названием Барсхан существует, в истории и в исторической литературе было известно давно. Но подводную часть никто еще не исследовал. Та часть, которая оказалась на суше, уже распахана, растаскана, то есть там изучить памятник невозможно. Поэтому поставили задачу посмотреть, как же под водой выглядит сейчас это городище и что там интересного найдется. Экспедиция на северном берегу Иссык-Куля изучает окрестности курортного города Чолпаната. Здесь на глубине около 1,5 метров песок скрывает множество гончарных предметов. В шторм их выбрасывают на берег в большом количестве. Так что туристам даже не надо иметь специального снаряжения, чтобы найти древний кувшин. Но ученые малым не довольствуются. Говорят, самая интересная вода просто так не отдаст. Мы стоим на пороге раскрытия тайны. Там под водами Иссык-Куля спрятана целая цивилизация. И остатки, следы, которые мы находим постоянно, это и бронзовые кувшины, котлы, керамика, масса каменных орудий. То есть это огромное поле для исследования. Иссык-Куль славится не разнообразными рыбками и коралловыми рифами, а количеством подводных памятников. В хорошую погоду вода абсолютно прозрачная, так что каждый дайвер может найти артефакт.
На дно Иссык-Куля опускаются по всем правилам, только в паре. Третий обязательно находится в лодке в предполагаемом месте поиска сокровищ. Все, что водолазы обнаружат на дне, нужно бережно поднять на поверхность. Работать под водой очень сложно. На то, чтобы откопать предмет из песка, потребуется вдвое больше времени, чем на суше. Вода все время засыпает песком ямы, поэтому каждая находка буквально на вес золота. Большинство находок относятся к Средневековью, это 10-12 века. Однако встречаются артефакты более раннего сакоусуинского периода. Это опять-таки все та же керамика, встречаются зернотерки. И даже найдена вот такая вот плита, на которой отчетливо видны следы какого-то древнего зверя. Настоящим подарком этого сезона стали вот эти огромные оленьи рога. Судя по количеству ответвлений, зверю было около 40 лет. Только этот кусочек торчал. Остальное откапывать пришлось. В воде откапывать это каторга целая. То есть ты ямку вырыл, ее зарыло. Ямку вырыл, то есть нужно площадь в радиусе массового поражения откопать. Ну, где-то метров кубов, наверное, 5 тонн выкинул песка, пока выдернуть. Там обломать пришлось, сложно датировать. Ну, пошлем на анализ в Питер. Сделают ребятки. Выгода им. И заодно эту местность можно будет установить. Интересно. Культурный слой глубоко, то есть все что угодно ожидать можно. Интересная штука и важная. Не было таких больших еще. Найти осколок прошлого на дне Иссык-Куля может каждый. Но прежде чем вывести его из страны, предмет придется передать на экспертизу для установки его ценности. Если находка окажется рядовой, то она пополнит коллекцию владельца. А если туристу удастся обнаружить настоящий артефакт, его имя войдет в историю археологии Кыргызстана.